Яркое солнце, столбик термометра уже стабильно на отметке 31. Лето в разгаре, жители поделились на тех, кто дождался теплых дней, и на тех, кто не знает, куда от них деться. И тем и другим в знойное время медики советуют позаботиться о собственном здоровье. Жара – это дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, которая проявляется у нас, может быть, учащенным сердцебиением, повышением артериального давления, нередкие осложнения, гипертонический криз – это резкое повышение давления, инсульты, инфаркты. Повышается у нас потоотделение, то есть то, что может привести к обезвоживанию организма. Врачи рекомендуют минимизировать прогулки под солнцем, заниматься спортом лучше в тени или в закрытом помещении. А тренировок под открытым небом больше вреда, чем пользы. Из рациона нужно убрать жареную, жирную и соленую пищу. Чрезмерное потребление поваренной соли – это приводит к задержке жидкости, что может способствовать повышению, опять же, давления. Рекомендуется достаточное потребление жидкости. Обязательно предпочтение отдать просто чистой воде или минеральная вода без газа. Потому что в жаркую погоду, значит, повышается у нас потоотделение, и мы теряем электролиты калий, натрий, магний, что может привести к нарушениям ритма сердца. В одежде используют только натуральные дышащие ткани, такие как хлопок, лен. Ремень врачи настаивают сильно не затягивать. Также рекомендуют отказаться от носков с тугой резинкой. Обязательно носить головной убор, а солнцезащитные очки не только защитят от воздействия ультрафиолета, но и не допустят лишних морщин на лице. К рекомендациям врачей следует прислушаться. Погода в ближайшую неделю будет жаркой. А справляться мы что? Справляться мы что? Иногда у нас у бабушки есть речка, мы у нее купались. Иногда мы там, не знаю, в Курилки иногда ходим, в такие места. Холодный душ или купание отлично помогает привести в тонус тело человека. А вот от сладких напитков наподобие кваса или лимонада стоит воздержаться, так как в них большое количество сахара. Пить стоит простую питьевую воду 1,5–3 литра в сутки. Многие спасаются от жары, употребляя энергетики или кофе. Врачи заверяют, что так человек только подвергает свое тело к дополнительным нагрузкам. Энергетические напитки, там еще есть кофеин, таурин, который вроде бы вас там приводит в чувство, в бодрость, но это большая нагрузка на сердечную систему, которая проявляется как? Учащенным сердцебиением. Чем чаще у нас сердце бьется, оно у нас не отдыхает, ему нужно больше кислорода, у вас сердце быстрее изнашивается, и пациенты, люди, которые длительно, ежедневно употребляющие такие напитки, у них в итоге развиваются нарушения ритма сердца, аритмии могут быть, экстрасистолия, наджелудочковая тахикардия, поэтому нужно максимально это ограничить. И вот этот сахар, он же все равно приводит к обезвоживанию. В этом году в диспетчерской скорой помощи зарегистрировано 3 случая теплового удара. Жители, которые столкнулись с головной болью, слабостью, рвотой, нарушением пульса и судорогами, необходимо сразу же вызвать карету скорой помощи, так как симптомы перегрева усугубляются, а в тяжелых случаях они могут привести к коме или даже смерти. А если рядом находящему человеку в знойный день стало плохо и он потерял сознание, то стоит ему оказать первую медицинскую помощь до приезда экстренных служб. Если человек потерял сознание и не определяется пульс или дыхание, нужно немедленно приступить к проведению реанимационных мероприятий. Это непрямой массаж сердца, 30 компрессий на 2 вдоха. И незамедлительно, в первую очередь, вызвать скорую медицинскую помощь, позвонив по номеру 103. В жаркий знойный день легко заболеть гриппом или ОРВИ. Многие от жиры спасаются под кондиционерами. В зоне риска автолюбители, которые часто испытывают перепады температуры, выходя из машины или наоборот. Стоя на парковке, автомобиль под лучами солнца в салоне сильно нагревается. Рекомендуется перед запуском кондиционера сначала открыть все окна, чтобы сравнять температуру в салоне машины с улицей, а далее включить климат-контроль на температуру ниже 7 градусов от окружающей среды. Адам Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.